Дідай ой, проліта було, просьби ласкава, от нас прийми, дары свои, от нас отпей, сердца Иисуса, наибольший скарб наш. Будь милосердный, да грешных нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Першы ўторак месяца, калі асаблівым чынам просім заступніцтва святого Архангела Михайла, каб бараніў нас перад усім ад зла, якое толькі ёсць і глядзіць, каб нас злавіць. Але маем такога апекуна і поэтому даручаем ему наше жыццё, наши справы, каб няспынна нас бараніў і дапамагаў нам дайсці до Бога. Перапросім Пана Бога за ўсе нашы грахі, каб мы годна маглі скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я веки, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Якая змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Спрадвечна Боже, Ты с дивосной мудростью вызначаешь обовязки анёлам и людям. Просим Тебе, няхай наше жыццё на зямлі заўсёды ахоўваюць анёлы, якія нястомна служаць Табе ў небе. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги мудрості Сираха. Хто заховує закон, той помножає приношення. Хто тримається заповідям, приносить ахвяру збавлення. Хто отдає подяку, той приносить ахвяру з найлепшої муки. Хто дає милостиню, приносить ахвяру хвали. Отступление от зла подобается Пану, а ухиление от несправедливости дає пробачення. Не з'являйся перед Паном з пустими руками, бо все гэта паводле заповеди. Приношение справедливого узбагачає ахвярника и узыходит приемным водором до наивысшего. Ахвяра справедливого человека приемная, а память про яе не будет забыта. Со щедростью прославляй Пана и не шкодуй перших плодов рук твоих. При кожным дары заховывай веселый твар свой,
і з радістю ахвяруй десятину. Дай найвышэйшаму, як ён дае табе, са шчодрасцю, якую дазваляюць твае сродкі. Бо Пан Бог адплачвае, і ў 7 разоў больш ён аддасць табе. Не прынось подкупаў яму, бо ён не прыме, і не спадзявайся на несправядлівую ахвяру, бо Пан суддзя, які не зважае на славу асобы. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Беззаганному погодина покажу избавление. Беззаганному погодина покажу избавление. Зберіться до мене верных моих, якие ахвяру заключили со мной заповед, и не обесите его справедливость, потому что сам Бог судья. Беззаганному погодина покажу избавление. Слухай, народе мой, я буду промовлять, я Бог твой Израиль засвечу супроть тебе, не буду докорать тебе за твои ахвяры, твое воспаление завжди передо мною. Беззаганному погодина покажу избавление. Принось Богу ахвяру подяки и виконує свои обещания перед Найвышейшим. Кто приносит ахвяру подяки, то меня не обстанує, и тому, кто беззаганным погодинам, я покажу Божие избавление. Беззаганному погодина покажу избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный ты, Отче, Пане неба и земли, вот ты открыл таямницы владарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. Хвала Тебе. Аминь. U той час Piotr пачаў казаць Езусу: «Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі за табою». Езус жа адказаў: «Сапраўды кажу вам, няма нікога, хто б пакінуў дом свой, ці братоў, ці сясцёр, ці маці, ці бацьку, ці дзяцей, ці поля дзеля мяне і дзеля Евангеля, і не атрымаў бы ў 100 разоў больш цяпер у гэты час дамоў, братоў, сясцёр, маці, дзяцей і палёў сярод пераследу, а ў будучым часе жыццю вечнага. Але шмат першых будзе апошнімі і апошніх першымі». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Так як кожны аўтор, таксама уроки, которые присвечены особливый способ у нас, айцоў михалитов, которые мы занимаемся справами анельскими, гэтыя справы анельские абвяшчалі і дзелімся святому архаёлу Михалу. Кім ёсць анёл? Анёл гэта тлумачыцца як той, хто посланы Панам Богом. Мы з дзяцінства вельмі добра знаем нашага анёла-ахоўніка. Ёсць ён нам дадзены Панам Богом. І сколькі ёсць ахоўнікаў, столькі сколькі людзей.
Хтось би сказав, що я можу позавідувати комусь другому моєму знайомому аньола-оховника, бо його літає дорога, чим мені. Ні. Кожний аньол-оховник допасований до кожного чоловіка. Нема таких самих аньолов-оховників, як нам видається. Нам може здаватися, що у всіх нас однакові аньол-оховники. Ні, це як з нашими відтисками пальців. Стільки людей і стільки є відтисків пальця. Ось Бог створив людей, ось Бог створив разницю тут на землі. Але не тільки тут на землі. Але так само эту самую розницю Ён створив у небі. І аньол-оховник нам вельми добре може припоминається з образиком, де дитя малое переходить праз якусь речку, праз кладку, і аньол-оховник підтримує його, щоб це дитя випадково не упало у воду і не зробило собі кривди. Аньол-оховник – це так само той, хто з дітьми гуляє у пісочниці, це той самий той, хто бігає з дітьми гуляючи, коли діти гуляють у футбол, і так далі, можна було поміняти. Чи аньол-оховник тільки тішиться дітей? Бо нам вельми часто це кажеться. Ми вже у своєму дорослому житті перестали молитися до аньола-оховників. Чи є вельми часто ми говоримо, ось ми вже самі собі можемо у житті поукладати. Бо дитя більш довірчиве. Дитя хоче своє життя віддати кому-нибудь дорогому. А человек, который уже дорослый, который дорастает, я сам смогу, я сам готовлю сейчас. И мы вельми часто боимся просить допомоги аньола-оховника вот такое дитячее, что мы випадково не дети. И мы забываем, что мы дети Божьи. И аньол-оховник с нами есть от самого початку до конца нашего життя. Чи аньол-оховник з нами помирає, це невідомо, звісно, що не помирає. Але що робиться з аньол-оховником? Це чоловік, який помирає. Є різні міркування. Говориться одне, що аньол-оховник переходить до наступного чоловіка, який народжається. Але від коли аньол-оховник починає оберігати дитя? Від початку життя, від зачаття дитяті. Бог дає этому уже зачаттю нового оховника, свого аньола, як він оберігав це дитя. І це дитя, як этого человека, потом будучим, как він його оберігав. Чи аньол-оховник є так само у тих, хто не вірить в Пана Бога, у атеїстів так само? Є так само. Аньол-оховник Богом дається кожному чоловіку, чи він вірить, чи він не вірить. Бо Бог хоче трошитися навіть про тих, хто його не вірить. Навіть про тих, хто його не знає. Бо хоче добра для кожного з нас. І ми сьогодні читали у першем нашем читании, что Бог посылает, как нас кто-нибудь вырывал из нашего зла. Бог так само трощится, как мы в нашем житті были только справедливые и забегали по справедливости. А як трощится? Дякуючи нашему аньолу-оховнику. Аньол-оховник есть у каждой нашей справе, какую мы выполняем и из якой мы судакаемся. Нам выдается, что нас Бог опустил. Нет. Это аньол-оховник трощится, как мы, люди, снесли свой подвиг и часами задумались. Боже, допоможи мне. Как после сегодняшнего дня мы зрозумели, что мы маем закликать допомоги нашего аньола-оховника. Бо аньол-оховник завжди хоче нам допомагати, але він нам не допоможе, коли ми не попросимо його допомоги. Только мощна вера допоможе нам витривати у земной пилигримце и примать вечное избавление. Про наших аньолов-оховников унесем до нашего Бога щирые молитвы. Молимся за святый Костел, который верно вещал людям Евангелие и закликал их до вертания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за увесь люд Божий, как слухаючи Божие Слово, верно реализовывал его в своем житии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, как они, дякуючи обороне своих аньолов-оховников, были послушными батькам и выхователям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся про заступництво святого Михаила Архангела в тих інтенціях
i sprawowana święta msza. Ciebie proszę. Выслухай нас, Пане. Молимся до нас тут собраних, как мы неспанно дякували Богу за великий дар, яким з'являється наша віра. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Panie, wysłuchaj nasze modlitwy i maj nas niespinna w swojej opiece przez Chrysta Pana nasza. Amen. Я верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я твой назавсёды. Это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Тебе верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я твой назавсёды. Это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. У Всемогутний Боже, мы складаем Тебе офяру прославления и покорно Тебе просим. Нехай святые ангелы занесут сие, предоблича величие Твоей, прими ее ласкаво и приведи нас до вечного спавления. През Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим Угодь в сердце. узощим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Справді годно это и справедливо, слушно и збавенно. Как мы Тебе, Святый Отче, завсёды и усюды складали подяку, и как мы обвещали Твою хвалу, якая зяє в анёлах и архангелах. Коли мы отдаем пошану анёлам, яких Ты створил, то прославляем Твою досконалость и могутность. Наивысшее божество и годность небесных духов свідчить нам, что Ты бесконцев и годной любови больше за все створения. Мы с радостью долучаем свои голосы до хоров анёлов, які през Пана нашого Ісуса Христа прославляють свою велич, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Справді Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Тому просим Тебе, освети эти дары росою Духа Твоего, как и обестались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пийте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри.
Обещаем смерть Твою ради Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христом хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал одно. Panie, Kościół Twój rozsiewny po всем świecie, udoskonawia go u lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім duchowieństwem. Panie, Ty tak samo dla bratów i sióstr naszych, jakie pasнули w nadziei na воскрешение, i pro всіх, kto u Twojej łasce wyszł z tego światu i dozwolił uważać światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udział u życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorодицей Panną Maryją, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, ze świętym Archaniołem Michałem i usimi świętymi, jakie z wieku podobali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, усябошана и хвала, przez usie wieki wieczne. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам враги наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od усього злого. Дай ласкаво спокою Тебе наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы злотно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, Яки веришь на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки веришь на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки веришь на себе, враги свету, отдай
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословляє покликаних, хто чарує Богу. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Иисусе, цветы мои, радость павления мне открыл, ставьте мне крыницей глаз, будь похвален Иисус, что для тебя чинить могу. Как показать любовь мою, волю твою завжди примать, и сердце чистым заховать. Езу, не покидай меня, моя душа тобой живет. Участие пения поможи, вытребовать у твоей любви. Участие пения поможи, вытребовать у твоей любви. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, как мы умацованные необъестным хлебом, под надійной опекой Твоих святых анолов, и шли наперед шляхом избавления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Богу Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Храни века, держи нас в усмахании, будь нам обороной, супроть спокусы и пастор злого духа, покорно просим, нехай я вознишься сам Бог, а ты, князь войска небеса, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и виши злых духов, якие нас будут душную спасите. Аминь. Пане и Боже наш, Ты один Откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хора Ваньовских и дякуем Тебе за життя благословенного Бранислава Маркевича и ту справу, яку он отдал под опеку святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогою мы прагнем открыться, как принять от себе свободу, якую можем отримать праз Твою муку, смерть и воскресение. Хоть мы бесперерывно повинны вести бескровную борьбу с силами темры, Ты сам в Евхаристии приносишь нам оздоровление и вызволение от моцы злого. Просим Тебя, учини, как мы были здольны отречься от злого духа и всего того, что тримає в неволі нас, наших близких и наш народ. Пане Єзу, Ты сказал: «Придите до меня все спрацованные и обтяжанные, и я супокою вас». Нездоровым потребный лекарь, але хворым. Просим Тебе Твоей милосердности, просим о выздоровлении наших душ и тел. Для Тебе, Єзу, нема немагчимого.
Ты сказал, коли Сын вызволить вас, будете сапраўды свободными. Ты принес новую свободу Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болеть, что нас мучает, зневольвает, непокоить и засмучает. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себя наши хворобы и слабости. Ты володар милосердности. Узглянь на нас и на тех, кого мы приносим Тебе у сердца. Мы верим в могутное заступництво святого Архангела Михайла, який особливим чином тепер знаходиться побач з нами у знаку этой фигуры. Князю Небесный, молися за нас у эту хвилину Божьей ласки. Пане Езу, Избавитель, пошли своего Духа Святого у минулое и будущего, до наших почуттів, страхов, у глибині наших серців. Вызволи, оздорови, сутешь и умацуй нас. Пане, той, кого Ты любишь, хворея. Тая, якую Ты любишь, хворея. Приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе. Выслухай, Пане, просьбы наших сердцев. Об вызволении от духу безбожности, немочи, сомнения и безнадежности, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за людей, зневоленных духом страху, розпачи, депрессии и думок про самозабойство, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто находится в залежности от наркотиков, алкоголю, леков, тютюню, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежных от азартных будней, порнографии и всяких проявов нечистости тела и сердца, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежных от телебачения, интернета и компьютерных будней, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных духом працагалізму и празмерной активности за кошт духовного и семейного життя, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тих, хто залежить від віри у забобони, примхи, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і гороскопи, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных духом оккультизму, сектантства, спиритизму и подманного мистицизму, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных ненавистью, помстливостью, злопамятством, звадами и безликостностью, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто поддается духу хлусни, ошуканства, криводушности и несправедливости, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто подпорядкованный духу пыхи, зайздрости, фанаберестости, эгоизму и говорливости сердца, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных праговитостью грошей и материальных добротов, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. об вызволении людей, які подпорядковані духу злості, ляноти, гневу, неуміркованості у їжі і питті, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных грехами молвения, обговорами, махлярством, плетками, подманными подозрениями и осуждениями, про заступництво святого Архангела Михайла, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане.
аб свабодзе сэрцаў для нашых блізкіх, мужоў, жонак, дзяцей, братоў, сясцёр і ўсіх родных, праз заступніцтва святого архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. аб свабодзе сэрцаў для святароў і ўсіх кансекраваных асобаў, якія прысвяцілі сваё жыццё служэнню Богу, праз заступніцтва святого архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за нашу парафію, молитовні групи і супольності, про заступництво святого архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. о вызволении от дзеяння Злого Духа для тих, хто з'являється ворогом Христа, Костьола, Божого закона и поширяє поганство, про заступництво святого архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за наших неприятелів, за тих, хто нас покривдив, про заступництво святого архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за усіх нас тут присутних, об оздоровленні наших душаў і тілаў, от духовних, психічних і фізичних хвороб, про заступництво святого архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. Кирия Лейсон, Христе Лейсон, Кирия Лейсон. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Отче с неба Божа, Змилуйся над нами. Сыне Откупитель Свету Божа, Змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Змилуйся над нами. Святая Троица, Один и Божа, Змилуйся над нами. Святая Мария, Королева Ангелов, Молись за нас. Святый Архангел Михаил, Молись за нас. Святый Михаил, Славутый князю, Молись за нас. Святый Михаил, мужный в борьбе, Молись за нас. Святый Михаил, переможца сатаны, Молись за нас. Святый Михаил, гроза злых духов, Молись за нас. Святый Михаил, проводырь войска небесного, Молись за нас. Святый Михаил, предвестник Божьей хвалы, Молись за нас. Святый Михаил, радость анgelов, Молись за нас. Святый Михаил, гонор неба, Молись за нас. Святый Михаил, який представляє найдушейшим наші просьби, Молись за нас. Святый Михаил, оборонца душ справедливых, Молись за нас. Святый Михаил, посланник Божий, Молись за нас. Святый Михаил, проводник нашей молитве, Молись за нас. Святый Михаил, крепость люду Божия, Молись за нас. Святый Михаил, оборонца и опекуня Костела, Молись за нас. Святый Михаил, доброчинца народов, які Тебе прославляют, Молись за нас. Святый Михаил, заступник избавления, Молись за нас. Святый Михаил, наш щит от спокусов, Молись за нас. Святый Михаил, море спокою, Молись за нас. Святый Михаил, проводник душов до вечного светла, Молись за нас. Святый Михаил, зверхник у небе, Молись за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Змилуйся над нами. молися за нас, святий Архангел Михаил. Обсталися мы годными обетованию Христовым. Молимся, усемогутный вечный Боже, який святого Архангела Михаила установил оборонцем Костела и сверхником раю. Праз его заступництво дари Костел счастьем и спокоем, а нас ласкою житті и хвалою вечности, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитва до святого Архангела смерти из мертвых повстания Иисуса Христа, Сына Божьего, призначена на святыню Божию, как пробывал в них Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, Костел мая своего оборонца и опекуна, Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об спокое, как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить Костелу. Нехай беззаганная Панна, опранутая у солнца, королева анgelов,
Праз Цябе струшчыць галаву антыхрысту і абароніць сваіх зямных дзяцей ад яго варожага ўплыву. Святы архангеле Михаэле, абаронца хвалы найвышэйшага, занясі нашыя просьбы да Бога і выпрасі для нас Яго міласэрнасць. Беражы нас у змаганні супраць спакусы і пастак злога духа, будь нам абаронай. Князю войска небеснага, моцай Божай скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душ снуюць па свеце. Паспрыяй, каб мы праз усю вечнасць былі вернымі Твоему закліку, хто ж калі не Бог. Аминь. Няхай будзе пахвалёны Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.